Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. Как всегда, по понедельникам в это время передача «Буква закона», в которой мы говорим о ваших правах, о том, как их защищать и обо всем, что с этим связано. За время нашей передачи очень часто поступают различные сообщения по WhatsApp, по Facebook, мне на дневники пишут, помочь разобраться с какими-то вопросами. И я вот решил, что, наверное, нужно самые, такие массовые вопросы выносить в рамках нашей программы, потому что она затрагивает наиболее важные, наиболее большое количество людей. Первый вопрос, который задают практически, наверное, 50% явно, это связано с банкротством граждан. Вообще вопрос звучит так: стоит ли вообще обращаться с заявлением о банкротстве, насколько это выгодно? Тут надо сказать, что вообще понятие «выгодно» – это, наверное, не то слово, которое применяется в банкротстве. С чем человек рискует? Вообще, какие положительные моменты можно выявить при заявлении о банкротстве? Вообще, при признании человека банкротом? Это, естественно, освобождение от основной массы кредиторской задолженности, которая у вас возникла. И, естественно, вы можете начать жизнь с нового листа, с чистого листа. Звучит, в общем-то, достаточно заманчиво, но есть определенное количество, конечно, негативных моментов. Какие это негативные моменты? Это, прежде всего, вы не можете в течение 5 лет брать займы или кредиты, не уведомив кредитора о том, что у вас была процедура банкротства. Вы не можете быть признаны в дальнейшем банкротом в течение 5 лет. Не можете занимать какие-то руководящие места в юридическом лице. Некоторых это беспокоит, в том числе моих клиентов, некоторых это не беспокоит совершенно. Все зависит от вас. Какие документы и как написать заявление? Вот здесь могу посоветовать сайт арбитражного суда Республики Саха-Якутия. Вы его находите через поисковик, через Google, через Яндекс, через другой любой поисковик. И там есть специальный раздел «Банкротство граждан». Достаточно доступная информация, хорошо расписана и достаточно так, в общем-то, добротно. Какие процедуры предусматривает несостоятельность банкротства? Это реструктуризация долга и продажа имущества, реализация имущества должника. Здесь очень важный момент который я хотел бы, чтобы понимали, наверное, большинство граждан. Вы в течение 3 лет, все сделки в течение 3 лет могут быть оспорены финансовым управляющим. Оспорены, и все имущество, которое вы продавали, в большинстве случаев это своим родственникам. Очень часто люди приходят и говорят: вот я хочу, у меня дача, я хочу переписать свою дачу, хочу переписать свою машину на отца, на мать, на брата, на свата и так далее. Эти все сделки, скорее всего, будут отыграны, и имущество уйдет с молотка, вероятнее всего. Реструктуризация долга вообще, я об этом писал и в дневниках у себя, в блоге. Да и вообще, наверное, многие понимают, что процедура совершенно, наверное, бесполезная, потому что реструктуризацию долга любой банк, в общем-то, может дать так, просто, без процедуры банкротства. А вот реализация имущества должника – это гораздо, такой выход, если невозможна реструктуризация долга. И вот здесь нужно сказать, что если вы сокрыли имущество, либо вас уличили в каком-то мошенничестве, либо ваша информация представлена не полностью, допустим, либо вы пытались какие-то совершить другие неправомерные действия, это чревато, во-первых, есть 195-я статья Уголовного кодекса, во-вторых, есть такой пункт в законе о банкротстве, как то, что можно отыграть пересмотреть уже принятое решение о банкротстве. Поэтому заявляться о банкротстве или нет, с учетом этих основных моментов, наверное, решать прежде всего вам. Второй вопрос, который поступает к нам, это если я дал в долг, или кто-то дал в долг деньги без расписки, что делать? Возможно ли давать деньги без расписки? Вообще, на самом деле, я думаю, что 90-е годы прошли уже давным-давно, и люди все понимают о том, что все-таки, передавая деньги в долг, нужно какой-то документ, подтверждающий взять. Но, тем не менее, оказалось огромное количество вопросов, связанных с тем, что
были договоры займа без соответствующего документа. Меня это немножко удивило, конечно. Но тут надо знать, что если деньги в долг вы дали больше 10 тысяч, то очень сложно взыскать их с вашего должника. Но об этом поговорим чуть позже. Главное, чтобы если у вас сумма долга составит меньше 10 тысяч, то вы имеете право ссылаться на свидетельские показания. Если выше 10 тысяч, то вот такого права у вас уже, к сожалению, нет. Что делать все-таки, если долг выше 10 тысяч? Ну, на моей практике был случай, когда мы обратились в правоохранительные органы, которые в рамках сообщения о преступлении, поскольку человек получил деньги обманом, взял объяснение с заемщика, который указал о том, что деньги действительно он взял в долг. На основании этого отказали в возбуждении уголовного дела, и мы уже с этими документами пошли в суд. Собственно говоря, как подтверждение наличия долга. Гражданский кодекс не запрещает ссылаться на какие-то либо документы. Он запрещает только ссылаться на свидетельские показатели в случае, если долг выше 10 тысяч и нету каких-то либо письменных доказательств. Третий вопрос, который возникает у нас, это вот мы об этом и поговорим немножко подробнее. И тем более, что у нас присутствуют мои гости. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы поговорим об алиментах. Алименты составляют тоже огромную часть вопросов. Кто-то хочет алименты взыскать побольше, кто-то, наоборот, хочет сделать их меньше. Ну, наверное, начнем со статистики. Какова есть статистика по республике именно по алиментам? По алиментам. Ну, вообще у нас в 2015 году наблюдается тенденция снижения количества исполнительных документов о взыскании этих самых алиментов. Если в 2014 году было больше 11 тысяч таких документов на исполнение за весь год поступало, то в 2015 году уже поступило 10 900. Поэтому это не самая большая категория исполнительных документов, но, наверное, такая самая социально значимая на самом деле, потому что алименты взыскиваются не на содержание женщины, да, они взыскиваются на содержание ребенка, и поэтому они должны поступать регулярно, периодически, каждый месяц, потому что ребенок каждый месяц хочет кушать, там, одеваться и так далее. Вот. Из этих 10 тысяч исполнительных документов порядка 5 тысяч, то есть где-то 50%, это те, где есть место работы должника установлено, копия исполнительного документа отправлена на исполнение, и там производится ежемесячное удержание, то есть место работы есть, должник платит. А вот порядка 5 тысяч исполнительных документов – это тот самый остаток, где должники либо поменяли место работы и еще не устроились, либо они не имеют работы постоянной, перебиваются частичным заработком и частями оплачивают алименты, или вообще не работают и не платят алименты, по разным причинам. Могут уклоняться они, или, допустим, в поисках работы находятся. Вот 5 тысяч – это вот тот остаток, который перешел с прошлого года на этот год, и вот мы с ними работаем. Конечно, большая часть алиментов находится в городе Якутске. Вообще по городам это город Якутск, город Нерюнгри, Ялдан, Ленск, Мирный. В основном городах такие у нас исполнительные документы. Значит, и какая ответственность предусмотрена, за неуплату алиментов? Ну, конечно, судебный пристав-исполнитель может привлечь такого должника к административной ответственности, а если будет установлен факт злостного неисполнения, уклонения злостного от уплаты алиментов, то это статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Много, кстати, возбуждено уголовных дел? В 2015 году у нас возбуждено 564 уголовных дела. Это чуть больше, чем в 2014 году. Это, получается, именно там, где установлена злостность. То есть должник, имея возможность платить алименты, не оплачивал, всячески уклонялся, скрывал имущество. Потому что если нет заработка, но есть имущество, на которое можно обратить взыскание, то можно рассчитать задолженность, и погасить ее за счет имущества. А вот если он скрыл имущество, и доход скрыл, и постоянно уклоняется, и это было установлено в рамках материалов уголовного дела, то вот таких у нас 564 должника. А вот, в принципе, какова ответственность по уголовному законодательству чаще всего назначается судом? Или вы такую статистику не видите? Такая статистика у нас отдельно не ведется, но мы знаем, сначала, если это первый случай такой, это, как правило, суд может ограничиться уголовным штрафом, например, или исправительными работами. Есть, когда у нас такие есть должники, которые повторно привлекаются, там будет речь идти о лишении свободы.
Даже есть такие, которые есть такое, да, до 6 месяцев. Ну, чаще всего вопрос задается как бы таким образом, ставится. Вот установлен твердый размер алиментов, да, и с одной стороны говорят, ну, не платит должник, да, он говорит, ну, нет у меня денег для того, чтобы заплатить. Что в этом случае посоветовать этому должнику по алиментам? Как снизить, наверное, размер алиментов? Вначале поговорим об этом, а потом поговорим о том, наоборот, если человек скрывает свои доходы, такое происходит гораздо чаще, что с этим делать? Ну, пожалуйста, наверное, Аил Викторович, вот что делать, если вот такой человек пришел, говорит, у меня слишком большие алименты, хочу снизить. Жизненные ситуации бывают разные. Да. И семейный кодекс, он не может предусмотреть каждый момент, какие возможны, да, но в то же время в этом плане семейный кодекс как на стороне должника, так и на стороне получателя алиментов. В любом случае, если возникают какие-то вопросы по возможности или невозможности исполнения, да, невозможности выплаты алиментов, нужно идти с квалифицированным юристом в суд и уже там устанавливать вот эти вот возможности, когда может человек выплачивать, он может больше выплачивать, или наоборот, он не может выплачивать и нести какие-то конкретные суммы, и нужно установить суммы, снизить, сделать поменьше. В каждом конкретном, конечно же, случае судья для того и признан, чтобы объективно, беспристрастно рассмотреть вот эти вот возможности финансовые, материальные, да, как человек живет, что у него, как сказать, какое бремя он несет, какие есть у него другие иждивенцы на его плечах, да, какой заработок он и какие доходы получает. И изучив все вот эти вот материалы, все доказательства, какие сможет предоставить этот человек, суд может как и увеличить, да, если это, например, речь идет об увеличении, необходимости увеличения алиментных обязательств, так и снизить эти алиментные обязательства. Если, например, изначально человек был на хорошей должности, высокооплачиваемый, зарабатывал, да, и понес, например, принял на себя обязательства по уплате алиментов в твердой денежной сумме довольно-таки большой, а потом потерял эту работу и уже сейчас не может, конечно же, он может также обратиться в суд, не скрываясь, потому что это уже однозначно будет, ну, как сказать-то? Изменение обстоятельств. Да, изменение обстоятельств, правонарушение, да. А в суде он уже может установить именно в связи с изменением обстоятельств вот эти вот суммы. И установить конкретную сумму, которую он может понести. И это будет, ну, понятно, да. То есть, если, допустим, изменились обстоятельства, ну, вообще, вот человек, предположим, говорит, у меня вообще доходов нету. То есть, в принципе, он должен прийти в суд, как правило, да, принести какую-нибудь справку 2 НДФЛ. А если он вообще не работает? Вот. Давайте я скажу. Давайте, да? Вот если должник не работает, то отсутствие работы не избавляет от обязанности уплачивать алименты. Вот это главное. Значит, даже если он представит документы, что он в данное время там, не нашел место работы, официально состоит на бирже труда, там, ну, там будет пособие удерживаться, да? Если он все-таки не установил работу и представил документы, подтверждающие однозначно, что он не работал в этот период, алименты все равно будут насчитываться как задолженность. Для того, чтобы ее рассчитать, ну, это предусмотрено тоже Семейным кодексом, берется среднемесячная заработная плата на территории Российской Федерации, не в Якутске, не в Республике Якутия, Саха-Якутия, а в Российской Федерации. Ну, допустим, она была последний раз 35-300. Вот от нее будут отсчитываться алименты потенциальные. И это будет задолженность идти. Если на одного ребенка это 1/4, это где-то 8800 рублей. В месяц. И вот эта сумма будет считаться недоплаченными алиментами. И будет 3 месяца он не работал, отсутствовал заработок, значит, за 3 месяца будет 3 месяца умножить на 8800. И она будет накапливаться, пока не трудоустроится. Когда должник трудоустраивается, наконец-то, да, мы отправляем по месту работы копию исполнительного документа и удерживаем. Вот если есть задолженность, то алименты могут удерживаться заработка до 70%. Из них 25%, ну, если один ребенок, да, будет текущие платежи, а все остальное будет идти на погашение вот образовавшейся задолженности. 32-0066, 32-1166, прямой, мы сейчас работаем в прямом эфире, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте, и, может быть, вы хотите высказать свое мнение по какому-то вопросу. Ну, вот 8800 получается с неработающего человека. Можно добавить, да? Но и даже в этом случае человек имеет право, опять же, обратиться в суд и снизить эту сумму, если представит в суд достаточные такие доказательства, что мало того, что он ничего, ну, не работает, у него еще какие-то на нем, например, иждивенцы есть, да?
родители инвалиды, например, он их содержит, да, и другие дети. Соответственно, суд может это все учесть и снизить. У нас как раз есть телефонный звонок. Прошу моих гостей одеть наушники, чтобы послушать нашего гостя. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире говорите. Алло, добрый день. Добрый. Так, вот такой вопрос. У меня товарищ законный плательщик всего алиментов, да, получается, он женился там, а потом развелся, а у нее было там 3 или сколько-то детей, ну не знаю. Так. А получается, так, у них еще один ребенок появился, и вот эти элементы идут не на того ребенка, которого вот родился, а какой-то... И он ничего не может доказать. Как можно аннулировать? И есть вообще такой вариант, что аннулировать вот эти элементы? Я понял. Спасибо вам за звонок. То есть ситуация такая, значит, должник по алиментам уплачивает на своего ребенка, при этом у бывшей супруги есть еще 2 детей, которые бы, вот, в общем, алименты идут и на содержание и этих детей. Как с этим бороться, как защитить свои права? Вот алименты-то взысканы на одного ребенка или на 3? Нет, я так понял, на одного. На одного да. взысканы. На одного алимента, да. Вот что с этим? Ну, в принципе, в данном случае, как бы, здесь даже не знаю, что посоветовать. Контролировать, в общем-то, расходы алиментов бывшей супруги, наверное, в какой-то степени... Ну, здесь надо понимать саму заинтересованность плательщика алиментов. Да? Он должен понимать, что закон устанавливает обязанность выплачивать алименты именно на содержание вот этого ребенка, который... Да, конкретного, да, своего ребенка, да, безусловно. Да. Если этот человек сможет, ну, я не знаю, там, с помощью сам или, например, с помощью частных детективов и в конечном итоге собрать какие-то доказательства того, что деньги уходят совершенно не на воспитание, то, конечно, можно вплоть до прекращения этих алиментных обязательств. Но, да, опять же, и в принципе, порядке. Да, и в принципе нужно доказать, можно даже, в принципе, пересмотреть порядок общения с ребенком и даже пересмотреть место жительства ребенка, тогда алиментные обязательства будут как бы в обратную сторону. Но здесь вопрос в том, что действительно доказать очень будет сложно, каких-то безусловных доказательств найти практически невозможно. Здесь речь может идти только об уменьшении. У нас сразу же есть второй звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире говорите. Здравствуйте. Добрый вечер, да. У меня вот 2 вопроса. Давайте. Вот у меня есть как бы один ребенок у бывшей жены. Так. И я плачу элементы, как бы и элементы плачу, и у меня задолженность есть. Я получу 50%. А задолженность, я прошу прощения, перед задолженность по алиментам? Да, задолженность перед элементами. Угу. И сейчас у меня еще другая семья, у меня вот ребенок один есть тоже. Ваш ребенок? Да, мой ребенок. Угу. Как у меня новая семья. Угу. И я как-то у меня ребенок получается не 50 на 50, как платить или не платить. Ну, меньше делают, не делают. Я понял, да. Спасибо. Ну, в общем-то, появился второй ребенок. Что делать? Ну, то, что я и говорил. Опять же, нужно определить, какие алиментные обязательства были изначально, как изменилась жизнь, какие-то существенные... Да, ну, в данном случае, конечно, можно пересмотреть размер алиментов, обратиться в мировой суд, который выносил решение по взысканию алиментов, представить свидетельство о рождении нового ребенка, где вы записаны как отец, и, в общем-то, вы имеете право на снижение алиментов на первого ребенка в соответствии с Семейным кодексом. По идее, можно платить на одного ребенка вот эту 1/4, но уменьшить процент удержания задолженности. То есть не 50%, а 30%. Из них 25 текущие и 5 на погашение. У нас опять телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире говорите, наверное, последний вот в этот раз. Алло, здравствуйте, говорите. Я хочу спросить. Да. Если я стал инвалидом первой группы, я должен все равно выплачивать, да? Ага. Ясно. Спасибо большое за звонок. Да, к сожалению, не знаю, к счастью, к сожалению, но... Ну, опять же, да? Да, все в судебном порядке. Можно, конечно, попробовать пересмотреть, но обязанность, конечно, сохраняется. В данном случае, как вот и Аял Викторович говорил, можно попробовать пересмотреть размер алиментов и условиях выплаты в связи с ухудшившимися жизненными, наверное, обстоятельствами. Я здесь отмечу, здесь главное понимать, что нельзя из-за сложившихся, вновь изменившейся жизни принять самостоятельное решение о невыплате алиментов как таковых. Да, это У меня опасно, что-то сложилось в жизни не так, я не буду платить больше все. Угу. Если вы считаете, что такое изменение оно существенно, нужно однозначно это зафиксировать именно в судебном акте.
Ну, в принципе, кстати, продолжение темы. Часто бывает так, что взыскана задолженность, исполнительный лист, допустим, получается, не получен. Супругой вроде договорились миром, хотя было судебное решение, выплачивать алименты. Ну, это, кстати говоря, к тому вопросу, о том я говорил, о получении долга без расписки. И вот ситуация, когда должник выплачивал алименты, потом супруга подает исполнительный лист и уже взыскание, собственно говоря, задолженности. В этой ситуации что можно посоветовать? Ну, в этой ситуации надо судебному приставу предоставить документы, подтверждающие оплату, что она была. И тогда судебный пристав при расчете задолженности, может вот это учесть, что вот это проплаты шли на содержание ребенка, и уменьшить сумму образовавшейся задолженности. Причем задолженность, вот когда, как вы говорите, мать ребенка предъявляет позже исполнительный документ, чем он выдан, на позже, то задолженность считается за последние 3 года. Но если она 5 лет не просила алиментов, то задолженность будет за последние 3 года. Ну, понятно, да. Ну, это срок исковой давности, там обычный. Работает. Да, понятно. Ну, вообще, в принципе, получается, что алименты, они независимо, платятся независимо от жизненных обстоятельств. Да. Это важно понимать. Да? И получается, что очень важно сохранять какие-то квитанции. Расписки, квитанции. И в конечном итоге, если потом возникает такой спор о том, что платил, не платил, суд уже сам может принять. Хорошо. У нас остается не совсем мало времени. Мы не поговорили о том, как обязать, да, буквально. Да, вот немножко скажу, какие могут быть последствия, если не уплачиваются. Не будем говорить об уголовной, мы его не сказали. Вот обычная гражданская правовая ответственность. Это, во-первых, можно обратить взыскание на имущество, арестовать на сумму задолженности, продать и погасить долги. Можно ограничить должника на выезд за пределы Российской Федерации. Но вот только вот таким способом в прошлом году мы 4 миллиона задолженности взыскали. Этот должник хотел выехать за пределы Российской Федерации, был должником по алиментам, и чтобы его выпустили, он заплатил. И с 15 января этого года у нас еще одно появилось, как раз по алиментам можно ограничить должника в пользовании специальным правом на вождение, на управление автотранспортом. Больше 100 человек у нас по алиментам как раз и ограничено. Вот это, кстати, интересный момент, потому что большинство из них таксуют, таксуют, официального дохода нету, но тут получается, что они не имеют права даже управлять транспортным средством. Да. Чтобы вот это не ограничили, конечно, можно доказать, что управление, пользование водительскими правами – это единственный источник дохода, но это официально надо работать. То есть, либо ИП зарегистрировать, либо официально в санкционную службу трудоустроиться. Да. Тогда не будет такое право ограничено. А вот вообще, в принципе, что пристав делает, если супруга говорит, вот он работает там-то неофициально, там-то бывший супруг неофициально. Что можно в этой ситуации предпринять? Как доказать? Значит, если неофициально, то это, конечно, будет трудно доказать. Вот если он точно работает неофициально, никаких договоров не подписывает, никаких документов, получается, зарплату в конверте получает, то мы будем рассчитывать, исходя из среднемесячной заработной платы. Если мать ребенка считает, что реальный доход больше, она может обратиться в суд и установить алименты не в долях к доходам, а в твердой денежной сумме, если она докажет, что у него действительно доход был больше. И тогда это будет не 8 тысяч, а 20 тысяч в месяц. Например. 20 тысяч. Да. Но вообще такие случаи бывали у вас, когда в практике? И в последнее время их все больше. И в ту, и в другую сторону. И должники пользуются правом в твердой денежной сумме, чтобы меньше платить, например. Да? И взыскатели обращаются в суд для того, чтобы увеличить именно вот эту твердую денежную сумму, исходя из того, что должник занимается бизнесом и таким ИП, например, а доход официально не показывает, какой есть, а реально он больше. Это надо в суде. В принципе, тогда, подводя итог, как раз говоря о том вопросе, о третьем вопросе, именно связанном с алиментом, то есть мы, если подрезюмируем немного, то вообще алиментные обязательства, они не связаны, по сути дела, с жизненными обстоятельствами. Это обязанность, которая в любом случае вас преследует. Вы обязаны платить деньги на содержание своих детей. Кстати, и престарелых родителей тоже. Престарелых родителей тоже не забывать нельзя. И, в общем-то, вы имеете право обращаться в суд, как мы вам только что объяснили, в случае изменения каких-то жизненных обстоятельств, но их нужно доказывать. Я благодарю своих гостей. Наговицын Аял Викторович, замечательный юрист, руководитель юридической конторы ЮС.
Был у меня сегодня в гостях Игорь Гурьева Наталья Николаевна, заместитель руководителя управления судебных приставов по Республике Саха-Якутия. Наше время подошло к концу. Задавайте ваши вопросы, самые интересные мы озвучим здесь и даже поднимем по этому поводу тему. Заходите на advokatstacenko.rf и на nvkonline.ru, оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы, предлагайте свои темы. Может быть, что-то и поднимем. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До свидания.